Всем привет, кто смотрит это видео. Я хочу рассказать о том, как можно создать национальный клавиатурный ввод. Многие языки в России, они не имеют, к сожалению, своего клавиатурного шрифта, поэтому я тут покажу, как это можно сделать вот в программе Microsoft Keyboard Light Creator 1.4. Ссылка на этот сайт будет внизу видео, но можно найти либо в Яндексе забить название вот этой проги, ну или я вот дам ссылку вот на этот ресурс. Идем в microsoft.com и скачиваем download. У нас появляется вот такой файл msklc и нажимаем на него, запускаем приложение, жмем дальше кнопку да. Здесь видим, что это программа Microsoft Keyboard Light Creator Setup. Жмем на да, установить. Идем дальше, жмем на кнопку Next. Здесь соглашаемся с документом, с лицензией и дальше жмем Next. Ну и тут по умолчанию я ничего не изменяю, жму дальше Next. И дальше для инсталляции опять Next. Вот таким образом программа установилась, закрываем его. Дальше идем туда, где установилась эта программа, Program Files у меня в данном случае, открываем вот этот файл, запускаем от имени администратора. Вот такая программка появляется, вот клавиатура. Что тут нужно сделать сначала? Мы должны здесь импортировать, загрузить основную матрицу. Ну, допустим, для хакасского языка это, конечно, кириллица, и мы используем русскую кириллицу, русский язык. Жмем на кнопку ОК. Это мы произвели в разделе File, Load Existing Keyboard. Вот здесь вот. Когда мы нажимаем, открывается вот такое окно, и здесь мы из предоставленных выбираем по алфавиту, в общем, русский язык, таким образом. Вы видите, что здесь кириллица появилась. Теперь нам нужно будет задать национальный шифр. Ну, допустим, надо будет отметить. Предположим, мы хотим через кнопку Alt справа набрать остальные символы через Alt. Мы устанавливаем вот этот вот Alt-Gate. И вот таким образом получается, что у нас используется правая кнопка. Ну и давайте мы сейчас посмотрим на букву. Так, на букву N мы будем набирать N хакасская. Вот. И здесь, и здесь. Так, что мы делаем? Теперь нам надо сюда вставить символ, хакасский символ. Где его взять? Опять идем в интернет. Этот хакасский символ мы найдем вот на другом сайте. И вот ссылку на этот сайт я тоже дам. Это Unicode таблица. Дальше нам нужно хакасский символ. В данном случае буква N, звук N. Вот он. Мы его копируем. Выделяем и копируем. Копировать Ctrl-C. И идем в нашу программу. Вставляем. Вот. У нас это, правда, большая буква N. Но тогда мы будем использовать еще Shift. Давайте мы изначально возьмем так N маленькую. Да, вот. Ctrl-C. Идем и вставляем Ctrl-V. Окей. Теперь видите, что у нас
а буква N идет через кнопку Alt-N. Дальше нам надо сюда же поставить теперь большую букву. Включаем кнопочку Shift вот здесь вот. Теперь сюда же копируем уже N с большой буквы и вставляем туда же. Вот, Ctrl-V, жмем ОК. Вот получилось у нас, если отожмем Shift, получится маленькая N, если Alt-Shift, получится большое N. С одной буквой мы разобрались, теперь идем дальше. Теперь нам по аналогии надо будет звук Г добавить. Мы возьмем за основу звук Г рядом. Также жмем Alt. И вот сюда мы теперь поставим маленькое Г. В Unicode мы ищем этот звук. Вот он. Г. Ctrl-C. И жмем на Г. Жмем на Shift. Теперь у нас будет большое Г. И большое В мы опять копируем. И теперь идем, вставляем большое В. Ну и вот у нас получилось большое В, маленькое В. Так вот все. Теперь нам надо будет еще добавить одну согласную Н, Г. Так и так, Г, Ж. Звук Ж мы будем вставлять Ч. По аналогии у русской кириллицы. Так. Вот сюда вот мы вставим Ж. Ищем этот звук. Так, эту буковку. Вот она, маленькая буква Ж. Ctrl-C, копируем. Вставляем Ж. Теперь нажимаем на Shift, и опять у нас будет здесь большая буква Ж. Так, Ctrl-V. И вот получается маленькая. Так, Ж маленькая, Ж большая. Так, согласные звуки мы вставили. Теперь надо разобраться с гласными. Давайте посмотрим. На звук О мы будем ставить так, О, так. Здесь мы будем ставить маленькое Итак, давайте посмотрим. Так, вот. Вот этот наш символ, звук вставляем. Так, Shift теперь. С шифтом у нас будет большое Куда мы убрались? Так, вот это. Вот большое Вот получается, проверим маленькое, большое. Так, теперь будем ставить на У. Так, ищем звук Ü. Вот наш маленький символ. Ü. Ставим сюда. Большое Ü. Вот. И осталось у нас последняя гласная И по аналогии можно сюда на И. Наверное, давайте мы сюда вставим. Вот это маленькое Нет. Мы должны через Shift, через Alt, то есть и на Shift мы сюда должны поставить большую букву. Вот она, наша большая Итак, мы вставили все хакасские символы. Давайте еще раз проверим на Alt. Так. Ж, Г, И, и на большой Г, И, Ж. Итак, мы вставили. Теперь
Но если мы хотим сохранить файл для дальнейшей разработки, конечно, есть смысл сохранить этот файл. Дальше здесь назовем так hack. Появляется следующее окно, где мы должны теперь сохранить уже будущую инсталляционную прогу или инсталляционный файл. Ну, в данном случае у меня документы, папка TADR. Жмем кнопку «Да». Вот такой вид приобретает сохраненный файл. Теперь надо запустить кнопку Setup. Вот эту программу. Жмем на него. Появляется такое окно. Издатель неизвестен, но тем не менее здесь мы видим, что это корректный у нас источник. И нам говорит, что Хакасский has been set, то есть установлен успешно. Закрываем. Дальше мы смотрим в трее. В трее пока этого шрифта нет, но надо будет перезапустить компьютер. Перезагрузить. И тогда вот в трее появится шрифт Хакасский. После того, как мы перезагрузили компьютер, у нас в трее теперь появляется вот такое количество теперь языков. В данном случае это хакасская клавиатура, русский язык, хакасская клавиатура, вот она. Мы отмечаем. И теперь давайте я вам покажу вот на примере виртуальной клавиатуры, чтобы вы сами видели. Вот здесь мы в трее выбираем хакасский. Теперь смотрите, когда мы нажимаем Alt и жмем на букву N, там должен быть N. А если мы жмем Alt-Shift, у нас должна появиться большая N. Вот таким образом, допустим, Alt-E. Так, у нас должно появиться И, когда на У жмем. Так, Alt-И. Вот. И. Так, если Alt-Shift теперь, да, вот. И. Ну вот у нас все звуки есть. Г маленькая. Ч, если мы берем, так Ж должно быть. И теперь Ж большое. Вот таким образом у нас хакасский символ здесь отражается корректно. И теперь можно набирать в любом текстовом документе хакасскими буквами с помощью только что созданной нами хакасского шрифта, точнее говоря, хакасского клавиатурного ввода. Спасибо за внимание, кто смотрел этот фильм. Ссылки на ресурсы, с помощью которых были сделаны вот эти вот вещи, клавиатурный ввод, они под видео. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. А с вами был Сибдей Том.